Насыщенный мастер-класс. Пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями от проведенного мастер-класса. Насколько вам понравилось общение с нашими юными борцами? Очень понравилось. Глаза горят, сами видели, насколько был ажиотаж, насколько для детей был праздник сегодня спорта. И для меня это тоже праздник, для меня тоже огромная радость сегодня здесь находиться, потому что Якутия — это территория борьбы, потому что Якутия это всегда было. Такие имена, как Пенигин, такие имена, как Дмитриев, такие имена, как Виктор Лебедев. Это навсегда в истории спорта. И сегодняшняя молодежь, сегодняшние люди, которые здесь сидят, я уверен, что из них тоже будут будущие чемпионы. Самое главное, что глаза горят, что сами видели яркие эмоции, вопросы, автографы, фотографии. То есть дети интересуются, дети берут пример. И это лучшая награда для меня сегодня. Приехать, испытать такую радость, потому что олимпийские медали — это все хорошо, гораздо важнее передавать свой опыт, гораздо важнее делиться своими знаниями и поддерживать нашу молодежь. Ну, как вы думаете, каковы перспективы дальнейшего развития спорта в нашем регионе? Сегодня я увидел инфраструктуру, сегодня я увидел много стадионов, много залов, и на самом деле у Якутии есть все возможности, все ресурсы, есть все необходимое для того, чтобы здесь растили новые чемпионы, чтобы они тренировались в лучших условиях. Вот поэтому такие имена, вот как Рассадин сегодня яркий пример, который продолжает победные традиции Якутии. Поэтому я убежден, что в скором времени обязательно будет олимпийец, обязательно будет олимпийский чемпион новый. Вот, потому что это территория борьбы, потому что самое главное, у них есть пример. С кого брать пример? Такие имена, еще раз повторю, как Дмитриев, как Пенигин, как Горкинцев, светлая память, это великий тренер. То есть тренерская школа здесь тоже очень развита, здесь замечательные тренеры, наставники. Самое главное, здесь руководство, власть поддерживает борьбу. Сегодня у нас был прием с главой региона с Айсеном Сергеевичем. Это дорого стоит, на самом деле, приехать в такой регион, когда тебя принимают первые лица. Это говорит об уровне развития греко-римской и вольной борьбы в регионе. Вот поэтому я убежден, что общими усилиями результат будет. Ну, планируете ли в дальнейшем еще раз приехать, посетить? Да, Якутию? конечно, Якутия для меня уже навсегда в сердце, так сказать, отложилась. И чувствую максимальное единение с народом, здесь максимальное единение с детьми, которые сегодня были, с людьми, которые меня встретили, и министр спорта, и глава региона, и мои друзья, мои коллеги, которые также проливают пот со мной сегодня, сделали все, чтобы мое пребывание было комфортным, чтобы я чувствовал себя как дома. Поэтому я всегда буду поддерживать борьбу, всегда буду поддерживать детей, независимо, чем и как моя жизнь сложится после спорта. Я всегда буду стараться быть полезным для якутских борцов. Спасибо большое. Спасибо вам. Сегодня не устали с утра, вот пораньше, вот столько событий, начиная от встречи президента в аэропорту и так далее. Или спортивная подготовка помогает сохранять? Это приятная усталость. Это приятная усталость. У меня есть осознание того, что я действительно здесь нужен, что этим детям такие встречи не просто необходимы. Потому что бывают же сомнения у детей, бывает, ребенок не знает определиться, не может определиться, надо ли ему или нет стать чемпионом, хочет ли он действительно этого или нет. Сегодня я увидел, что они хотят, и я их только в этом поддержал. Поэтому усталости у меня нет, у меня только приятная усталость. Вы знаете, у меня за последнюю неделю это пятый уже мастер-класс. Я в Хабаровске был, в Красноярске. Сегодня заканчиваю свое турне в Якутске. Вот, дальше я буду готовиться, продолжать, так как перерыв в стартах, и у меня появилась возможность уделить внимание детям. Вот, поэтому я счастлив, что поддержал ваших товарищей, и считаю, что каждый успешный спортсмен должен тиражировать, передавать эти знания. А что вами движет? Вы, значит, уже выиграли золотой олимпийский медаль, но все равно вот вторую олимпийский медаль выиграли, имеете звание чемпиона мира. Что движет? Снова и снова дальше идти? Вы же знаете, сегодня я когда говорил, это хорошая зависимость, когда ты поднялся на вот эту ступеньку, тебе же нравится, это же приятные эмоции. Вот. А у меня очень хороший пример перед глазами. Сайтиев, Карелин, это те люди, на которых я равняюсь. Моя мечта также по-прежнему в сердце живет, стать трехкратным. Только я не поехал, но верю, что будет Париж. Я, в принципе, нахожусь в хорошей форме. Недавно стал победителем Лиги Поддубного, чемпионат России выиграл. Я по-прежнему получаю огромное удовольствие от борьбы. И сегодня испытываю радость от того, что еще есть возможность уделять внимание детям. Уверен, что одно другому не мешает, а наоборот меня заряжает такие мероприятия. Я испытываю огромную радость и гордость от того, что могу поддерживать молодежь и направлять их в правильное русло. Потому что сегодня, к сожалению, много факторов, которые отвлекают молодежь, и алкоголь, и всевозможные
так сказать, расслабляющие вещи. Вот, поэтому очень важно их направить. Это и родителям, и тренерам. Вот, а мы лишь немножко подтолкнем их на тот путь, который принесет им много радости, много, с одной стороны, трудностей, но с другой стороны, трудности нас делают сильнее. Это парни, которые в жизни себя проявляют, не только в спорте, но и в жизни они будут достойными защитниками нашей Родины. А есть ли у вас какой-нибудь лозунг такой свой? Лозунг, особенно сегодня, он актуально звучит. Это делай то, что должен, и будь что будет. Потому что, видите, от нас сегодня мало что зависит. Сегодня так сложились обстоятельства, что нет стартов. Понимаю, что время не на меня работает, я не молодею, но верю в лучшее, верю, что Олимпийские игры состоятся, что российские спортсмены в скором времени вернутся на международную арену, и мы вновь докажем, что мы являемся лучшей командой в мире. Спасибо большое. Спасибо. Про своего тренера Виктора Михайловича Кузнецова, что можете сказать? Это главный подарок судьбы. Виктор Михайлович Кузнецов – это человек, который воспитал, человек, который передал весь свой опыт. Это мой наставник, тренер, дай бог ему здоровья. Мы виделись недавно, но сегодня не так часто, потому что Михайлович уже в возрасте, уже не ездит со мной по сборам. Вот, но горжусь тому обстоятельству, что он мой тренер. Арман, хочется услышать про Мреева, нашего земляка. Да, Евгений Мреев – это человек, который прославлял Новосибирскую область. Он был тренером потом, он тренировал также и меня в первые годы. Он пришел в школу, когда я был совсем маленький, он набирал группу. Есть даже фотография вот такая, я обязательно Дмитрия Румовича, человека, который поддерживает карьерскую борьбу здесь. Возьму ее и потом обязательно покажу всем вам. Вот. Этот человек сыграл очень важную роль в моей спортивной карьере. Я безмерно благодарен, светлая ему память. Я счастлив, что сегодня работает зал его имени, что есть такие люди, которые его имя держат на слуху, и молодежь сегодня знает. Благодаря вот Дмитрию Ромовичу Ушницкому, это тоже мастер спорта мужского класса из Новосибирска, сегодня здесь живет, работает, но тренировался в Новосибирске, получил основную базу борцовскую в Новосибирске. Вот, поэтому сегодня хороший лозунг: вместе мы сила, вместе мы также будем двигаться. Якутия – это территория борьбы, это испокон веков было и должно продолжаться. Как сказал один умный человек, сила традиций их повторения. Поэтому он должен традиции повторять. Я верю, что в скором времени будет много олимпийцев в Якутии. У вас олимпийская семья, про супругу, бронзовый призер Олимпийских игр. Супруга, да, призерка Олимпиады. Ну, так получилось, видите. Бог мне подарил семейное счастье, ребенок у меня, Лев. Это главная моя сила, опора. Мне огромная благодарность, огромная поддержка я получаю от семьи. И это главная моя победа. Да, в спорте я многого достиг, но считаю, что главная победа – это моя семья. А вы смотрите за своим ребенком, чтобы жена занималась? Чтобы что? Ну, чтобы жена занималась. Конечно, мы вот Чтобы он правильно да, между мастер-классами в деревню ездили. 3 дня был, воспитывал, старался максимально много времени проводить. Испытываю огромную радость и счастье, понимаю ответственность, понимаю, что не хотел бы ему такой сложный путь, как себе, но выхода нет, обязательно я отдам его, может быть, не в борьбу, куда-нибудь в хоккей, но ребенок должен трудиться, ребенок должен познать, что такое труд. Как бы тяжело это ни было, всегда хочется облегчить путь своим детям, но это хорошим не кончается. Все равно. Сибирь, Новосибирск тогда будет. Посмотрим. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо, коллеги. Спасибо.